2 февраля в Камрате состоялся второй политический форум «Гагаузия-2016. Состоятельность автономии». Это мероприятие было посвящено годовщине референдума, прошедшего в Гагаузии 2 года назад. Башкан Гагаузии Ирина Влах отметила, что референдум 2014 года вошел в новейшую историю гагаузского народа наряду с другими памятными датами, как самое знаменательное событие. Все те события, которые происходили 2 года назад и которые происходят на протяжении этих 2 лет. Да, есть разные мнения. Да, есть разные позиции. Мы сегодня с вами услышим мнение власти. Мы сегодня с вами услышим мнение оппозиции. Мы услышим мнение общественных деятелей, и это нормально. И для этого формируется эта площадка, чтобы в споре родилась истина, чтобы мы еще раз поняли, правильным ли путем идет Гагаузия. А я убеждена, что Гагаузия идет правильным путем. В работе форума приняли участие делегация из Российской Федерации, которую возглавила заместитель председателя Госдумы России Елена Драпика. Российский политик отметила, что, по ее мнению, Гагаузия сделала правильный выбор, и теперь долг России укреплять эти отношения, ну и как минимум оставаться хорошими друзьями. Россия помогала гагаузам в трудные минуты, я думаю, что все это помнят. И мы остаемся друзьями навсегда. И что бы ни случилось на этой земле, вы должны знать, что у вас есть друзья в России. Это не только русские, это татарский народ, великий татарский народ, наши друзья. Это другие народы России. Наши экономические межрегиональные отношения стали гораздо шире и глубже. Вот почему открыты двери российского рынка вина. Вот почему мы в этом году с большим удовольствием едим фрукты Молдовы, как мы говорим, молдаванские фрукты, да? А они доставлены к нам из Гагаузии. Но этого мало. Мы же хотим, чтобы шли потоки отсюда во все регионы Российской Федерации. Я привез искренние приветы и пожелания процветания Гагаузии от имени руководства Республики Татарстан и подтвердить то, что подписанные документы Ириной Федоровной и президентом Республики Татарстан, они находят свое решение, находят уже и исполнение, и в дальнейшем будут подкреплены реальными делами. В ходе форума прозвучало много различных выступлений как от гостей из зарубежья, так и молдавских политиков. Все они говорили о том, что именно благодаря прошедшему референдуму в Гагаузии об автономии заговорили не только центральные власти, но и во всем мире. Кое-какие сподвижки у нас есть, то, что нас услышал весь мир, заговорил о нас больше. Положительным примером было для Крыма и для других регионов парад референдумов. Сегодня, собираясь на сегодняшнем форуме, мы должны определить приоритеты дальше. Когда мы начали собирать эту инициативу, когда мы начали обращаться к депутатам, естественно, было волнение, сможем ли мы, получится ли у нас, поддержит ли нас народ, поддержит нас власти автономии. И много-много вопросов, но по истечению событий вы все видите, мы все видим, что на самом деле получилось. Необходимость проведения форума, она прослеживалась на протяжении всего года после референдума. Это понятно всем и ясно. Тогда со стороны власти не было никакой инициативы, подобно нашей, и мы уже за счет других общественных организаций, в том числе, которые участвовали в организации форума, организовали данное мероприятие. Мероприятие прошло на ура, и нам удалось поднять те самые болезненные вопросы для Гагаузии и найти определенные механизмы для их решения и реализации на практике. Примар Тараклии Сергей Филиппов в своем интервью нашему каналу отметил, что болгары, проживающие в Молдове в Тараклийском районе, не могли оставаться в стороне, когда братский гагаузский народ провел референдум 2 года назад. Еще в декабре, когда было объявлено, что в Гагаузии пройдет референдум, в тот же день мы приняли решение, что Тараклийский район поддержит этот референдум путем проведения общих собраний в один день, 2 февраля в 10:00. В целью поддержать и активизировать население и Гагаузии, и Тараклийского района. Вышло беспрецедентное количество людей, около 18 тысяч человек
в едином порыве 2 февраля вышли, чтобы поддержать своих добрых соседей, своих братьев гагаузов 2 февраля. Референдум показал огромную сплоченность гагаузского народа, и референдум, вопрос по отложенному статусу еще и сплотил Республику Молдова, потому что там четко звучала мысль, что в случае потери государственности, потери суверенитета Республики Молдова, Гагаузия оставляет за собой право на самоопределение. Это не сепаратизм, а это говорит о том, что гагаузы едины. Более 98% населения Гагаузии едины в своем мнении, что Республика Молдова должна быть цела, она должна быть суверенна, она должна быть едина, в том числе и вместе с нашими братьями из Приднестровья. Итогом торжественной части политического форума «Гагаузия-2016. Состоятельность автономии» стало вручение активистам референдума 2014 года благодарственных писем от Башкана Гагаузии Ирины Влах. После кофе-брейк форум продолжил свою работу.